Линейка как оружие с коммунальной несправедливостью. Сыктывкарские дворы сегодня подверглись проверке. В ходе рейда городские власти смотрели, как убирают снег с проезжей части, измеряли колейность и высоту сугробов. Из-за сильных снегопадов все больше жителей столицы жалуются на непроходимые дворы и тротуары. Павел Королев с трудом прошел на работу. О том, что этот двор в центре города станет объектом пристального внимания ревизоров, коммунальщики, по всей видимости, знали заранее. С утра сюда пригнали спецтехнику, но комиссию не проведешь. От управляющей компании еще и потребуют сбить сосульки и наледь, которая опасно свисает с крыш. Пользуясь моментом, к проверяющим обращаются сотрудники офиса из соседнего дома. Как оказалось, из-за территориальных споров их управляйка отказывается убирать снег. Когда шел разговор с управляющей компанией, значит, они нам сказали, тут территория около этого дома не определена. Тут нет, у нас за нами никакая территория не закреплена, и поэтому вы тут сами разбирайтесь, как хотите, у этого дома территории нет. По такой дороге можно ехать только прямо. Во дворе 74-го дома по Сысольскому шоссе глубокая колея. Измерения показывают, ее глубина более 16 сантиметров. А это уже нарушение. Вопросы есть и к пешеходным дорожкам, и к крыльцу подъезда, которые исчезли под толстым слоем белого покрывала. В этом дворе действительно явно есть ряд нарушений правил благоустройства муниципального образования города Сыктывкара, выразившиеся в неисполнении, ненадлежащем исполнении в плане того, что тротуары, придомовые территории в том числе имеют нарушения. Вот на участке дороги имеется колейность более 16 сантиметров. Подходы к подъездам в данном случае также не очищены, это явное нарушение правил благоустройства. А за такие нарушения наказывают рублем. Как отмечают в столичной мэрии, претензий к уборке дворов достаточно. Проблему стараются решать миром. Однако злостные нарушители замечаниями не отделаются. С начала года у нас в административную комиссию уже передано 4 материала для рассмотрения. Либо это будет предупреждение, вынесено юридическому лицу, должностному лицу юридического лица, либо это штрафы. На должностное лицо у нас штрафы от 10 тысяч рублей, на юридическое от 100. И дополнительно у нас 9 материалов сейчас готовятся, и в ближайшее время будут составлены протоколы и в последующем также переданы в комиссию. Во время рейда представители мэрии в последний раз предупредили всех ответственных за содержание территорий. Проверить их работу над ошибками ревизоры намерены уже на этой неделе. А неубранный снег может лететь управляющим компаниям и ТСЖ в копеечку. Павел Королев, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.